Со школы знакомая каждому история о нравственных и физических метаниях Родиона Раскольникова. В инсценировке Михаила Фейгина «Преступление и наказание» обретает совершенно другие цвета. Теперь это не просто психологическая и философская драма. В новом прочтении есть место, казалось бы, неуместной местами комедии. «Творя дрожащее или право имею» – пройти путь от самобичевания до раскаяния в преступлении. Роль идейного Родиона Раскольникова досталась Лом-Али Таршхоеву. Это сложно, потому что Достоевский сам по себе непростой автор, да, он пишет очень сложные вещи, психологические вещи, очень такие глубокие, я бы даже сказал, которые проникают вот в самое нутро души, да, и ковыряет прямо-таки. Поэтому именно такой опыт, такой образ для меня, конечно же, он нов, он интересен, и в таком амплуа я еще не существовал. Для меня это будет, конечно же, интересно. Главный режиссер театра Ахмед Льянов в этом спектакле только актер. Говорит, что уже соскучился по сцене. Ахмеду предстоит сыграть Порфирия Петровича. Я получаю максимальное удовольствие, потому что мне уже делают замечания со стороны. Моя задача просто понять то, что тебе говорят, и вытащить из этого образа, который тебе дали, максимально, что из него возможно. Я такой Порфирий Петрович. Ребята смеются, что у меня, в принципе, первая профессия. Я работал в милиции когда-то, до поступления в театральный ученик. Но все, тебе обратно вернулся в свою стезю. Достоевский – единственный русский классик, никогда не писавший пьес. И тем не менее, это один из самых репертуарных авторов. Спектакль ставится в рамках государственной поддержки творческой деятельности муниципальных и государственных театров в городах численностью до 300 тысяч человек. Для этого специально пригласили доцента ГИТИСа, известного режиссера-постановщика Михаила Фейгина. Сложнейшая, мы придумали очень сложную форму. Очень такую, так сказать, она, мне кажется, будет очень актуальной для вас, для вашего менталитета. Мы как-то пытаемся. Это не значит, что это будет какой-то мрачный, какой-то, так сказать, школьный, какое-то прочтение. Нет, мы, значит, немножко спрямили эту историю. Мы рассказываем историю про идею. Вот мы пытаемся, до нас этого не делал никто. Сегодня в нашем театре происходит, и я очень этому рад, потому что материал серьезно, сложный и дающий любому актеру огромную возможность для развития. То, что приехал режиссер такого уровня, Михаил Леонидович, с которым есть к чему научиться, к чему стремиться. Ингушский зритель «Преступление и наказание» увидит впервые. Премьера спектакля намечена на ноябрь, в месяц празднования 200-летия со дня рождения Федора Михайловича. Тамара Хшагульгова, Магомед Дидигов, Магомед Тарсигов. Новости 24.